9 августа 1944 года вышло постановление ЦК ВКП, где предписывалось замалчивать все тюркское, а там, где это не удастся сделать, переписать фрагменты истории, касающиеся тюркского этноса. К примеру, выполняя установку Сталина, осетинский историк Василий Абаев на основе нескольких иранских слов в языке скифов объявил их ираноязычным народом. В 1872 году глава русской духовной миссии в Китае, архимандрит Палладий Кафаров, приобрел монголо-китайскую рукопись под названием «Юань Чао Би Ши», а в 1941 году С. Акозин по поручению Сталина перевел ее на русский язык с названием «Сокровенное сказание монголов». Опять же, из политических соображений в текст оригинала были внесены изменения. В частности, найманов казахского народа сделали врагами рода Чингисхана. В то время, как будет показано ниже, великий полководец имел как раз найманское происхождение. Выполняя решение партийного органа, Академия наук СССР в 1952 году перевела на русский язык основополагающий труд персидского ученого Рашид ад-Дина «Сборник летописей», который содержал историю жизни и деятельности Чингисхана. В данном переводе, в частности, везде, где это было возможно, этноним тюрк был заменен на монгола, а родовые земли Чингисхана были перенесены на территорию современной Монголии. Засомневавшись в подлинности и научности данного перевода, нашими учеными был раздобыт вышедший в 1994 году в издательстве Айлбарс в Иране четырехтомник книги Рашид ад-Дина. Зариббай Аразбай, специалист в области арабского и персидского языка, осуществил его перевод на казахский язык. Выяснилось, в частности, что Чингисхан родился не в современной Монголии, а на территории Восточно-Казахстанской области, в пойме рек Черный Иртыш, Бухтарма и Курчум, родовых землях казахских найманов. Известный писатель Валентин Пикуль говорил: «Стоит лишить народ его памяти, и из него можно вить веревки». Точно так же, чтобы отнять у казахского народа его родовую память, в ноябре 1952 года было принято постановление Совета министров СССР о строительстве Бухтарминского водохранилища. И в 1960 году 5490 километров земель, на которых, начиная с XII века, находились исконные земли рода Чингисхана, ушли под воду. Руководство СССР не могло смириться с тем фактом, что 300 лет нынешняя Великая Россия находилась под властью современных казахов. И вполне вероятно, потрясатель Вселенной покоится сегодня на дне Бухтарминского водохранилища. Помни своих великих предков, мой народ.